Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 16 сентября 1993 года началась последняя наступательная операция абхазской армии, вошедшая в историю под названием «Сентябрьское наступление». Отремонтированный спортзал и новое мини-футбольное поле появятся в первой галской школе и селе Галхуч Тхорчалского района. Абхазская делегация во главе с министром здравоохранения Эдуардом Будба участвует в конференции в Цхинвале. Приближается главный праздник в нашей стране – День Победы и независимости Абхазии. 301 год назад, 30 сентября 1993 года, абхазский народ одержал победу в кровопролитной войне. А 16 сентября началась последняя наступательная операция абхазской армии, вошедшая в историю под названием «Сентябрьское наступление». 16 сентября на Восточном фронте абхазские подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану, атаковали позиции противника в селах Араду, Цагера, Ахалдаба и в районе Кадорского моста. Задача была выполнена. Центральная автотрасса была перерезана. На Гумистинском фронте форсирована река Гумиста. Успешной атакой было освобождено село Нижникама. Установлен контроль над Верхнегумистинским мостом. Взят под контроль берег Гумисты от мраморного цеха до подножия горы Цугуровка возле объездной дороги. От Нижнегумистинского моста абхазские отряды выдвинулись вперед на 500-600 метров. Противник провел контратаку и добился тактического преимущества на данном участке. Но абхазские бойцы через Нижний Каман вышли к Сванской башне. Недалеко от нее заняли позиции. Освободили села Одиш и Верхняя Линда, а также развилку Одиш-Кварта. Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о том, что власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы принести извинения перед юго-осетинским народом за события 2008 года. Несмотря на то, что это заявление непосредственно не касается Республики Абхазия, хотим отметить, что подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям, говорится в комментарии МИД Абхазии по данному поводу. В МИД Абхазии выразили надежду, что господин Иванишвили более искренен в своих намерениях, чем его предшественники, и найдет правильные слова и в отношении народа Абхазии, которые не будут на этот раз расходиться с делами и завершаться подписанием юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы между Абхазией и Грузией и Южной Осетией и Грузией. Премьер-министр Александр Ангва принял в Рио министра культуры Абхазии Динару Смыр, которая отчиталась об участии в 10-м форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия Министерства культуры Абхазии и России в рамках форума был подписан план сотрудничества на будущий год. Динара Смыр проинформировала, что план предполагает продолжение сотрудничества в области изобразительного и сценического искусства, кинематографии, библиотечного и музейного дела, декоративно-прикладного и театрального искусства, народных промыслов. Сайт президента Абхазии подвергся хакерской атаке. Как сообщает пресс-служба главы государства, была совершена попытка размещения информации о несоответствующей действительности. Специалисты разбираются с произошедшим и восстанавливают функционирование портала. Отремонтированный спортзал и новое мини-футбольное поле появятся в первой галской школе и селе Галхуча Тхорчалского района. Основная часть работ уже выполнена. На месте работ побывала Гугут Савардания.
В первой средней школе города Гала обучается 626 человек. Всего в образовательном учреждении 29 классов. Нехватки в преподавателях нет. Однако спортзал, где проходят уроки физкультуры, находился в плачевном состоянии. Сегодня по поручению президента Аслана Бжани здесь идут капитальные ремонтные работы. Уже совсем скоро школьники смогут тренироваться в новом спортивном зале. Мы проводили уроки физкультуры здесь. Я не говорю, что этот спортзал полностью был закрыт, но в плачевном состоянии было. Ремонт помещения длится около 4 месяцев. По словам директора школы, пока хорошая погода, уроки физкультуры проводят на улице. А сами дети с нетерпением ждут открытия нового спортзала. Очень рады. Они каждый раз, вот как я говорила, каждый раз они заходят, смотрят, когда мы сможем зайти в наш спортзал. Заказчик работ в первой галской школе – управление капитального строительства, подрядчик общество с ограниченной ответственностью «Промонтажсервис». Из республиканского бюджета на ремонт выделено почти 3 миллиона рублей. По словам специалистов, одна из проблем, с которой они сталкиваются – сырость в помещении. Поэтому процесс иногда приостанавливается. Сырость сбивает нас. Сроки вы планируете? Да. В то же время в селе Гал-Хучет Кварчалского района на территории средней школы номер 1 по поручению президента идут работы по строительству мини-футбольного поля. Здесь обучается 143 человека. В каждом классе по 2 часа физкультуры. Давно у нас эта мечта, и вот наконец она сбылась. Я хочу всех поблагодарить, кто принял участие в строительстве спортплощадки. Заказчик работ – управление капитального строительства, подрядчик – компания «Промонтажсервис». На строительство мини-футбольного поля из республиканского бюджета выделено более 8 миллионов рублей. Гугу Савардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение. Автопарк МВД обновился современными автомобилями. В Министерстве внутренних дел состоялась передача в эксплуатацию 8 единиц служебного автотранспорта сотрудникам спецроты УГАИ. В мероприятии принял участие президент Аслан Бжани. Автопарк МВД Республики Абхазия обновился современными автомобилями. В Министерстве внутренних дел состоялась передача в эксплуатацию 8 единиц служебного автотранспорта сотрудникам спецроты УГАИ МВД. С учетом сложившейся сложной ситуации на дорогах нашей страны особого внимания руководства к данной проблеме. При передаче присутствовал президент Аслан Бжани, который выразил уверенность, что появление данных машин на дорогах страны выведет качество работы госавтоинспекции на новый уровень, позволит снизить аварийность на дорогах страны и число дорожно-транспортных происшествий. Данные автомобили оборудованы камерами фронтального осмотра, салона, заднего осмотра. Плюс ко всему, если покажу вам, здесь есть планшет, на который выводится информация, там на сиденье. Есть возможность скачивания информации. Планшет подключен к чему? К камерам подключен. Плюс ко всему. Это все фиксируется? Это да? все фиксируется, дорожное движение, все. Помимо всего этого, данный прибор имеет онлайн-доступ, возможность онлайн-доступа со стороны, то есть руководитель может наблюдать, что происходит в экипаже. Как рассказал в Рио начальник Адамиавец, 2 машины Toyota Camry приобретены за счет спонсорской помощи абхазских бизнесменов. Министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Кьют поздравил личный состав с получением новых автомашин и выразил уверенность, что несение службы на современных автомобилях повысит качество и результативность работы сотрудников. В нашей работе возможность быстро перемещаться и оперативно реагировать на дорожную ситуацию является одним из условий эффективной деятельности. От этого зависит жизнь и безопасность участников дорожного движения, граждан, сказал Роберт Кьют. Курирующий работу госавтоинспекции заместитель министра полковник милиции Беслан Чкаду отметил высокую нагрузку, которая лежит на плечах сотрудников ГАИ. Полковник Чкаду подчеркнул, что от четкой, слаженной и профессиональной работы сотрудников ГАИ зависит комфорт и безопасность передвижения по дорогам страны наших граждан. После торжественной церемонии вручения автомашин сотрудники УГАИ продолжили несение службы.
Абхазская делегация во главе с министром здравоохранения Эдуардом Будба участвует в конференции «Практические аспекты развития здравоохранения», которая проходит в Цхинвале. На открытии конференции Эдуард Будба выступил с приветственным словом. Глава Минздрава подчеркнул, что мероприятие послужит развитию и укреплению международных связей, обеспечит выход на новый уровень сотрудничества стран-участников конференции в области медицины. В мероприятии участвуют министры здравоохранения 3 стран – Абхазии, России и Южной Осетии. От всей души поздравляю вас с открытием конференции. Это важное событие для медицины Южной Осетии, которое позволит обсудить актуальные проблемы и перспективы развития отрасли. Мероприятие послужит развитию и укреплению международных связей, обеспечит выход на новый уровень сотрудничества всех стран, участников конференции в области медицины. Хочу в очередной раз отметить плодотворное сотрудничество между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия в сфере здравоохранения. Нельзя не отметить ежегодную помощь со стороны Российской Федерации в обеспечении кадрами медучреждения Республики Абхазия в высокий курортный сезон. Абхазские медики улучшают свои знания, повышают квалификацию в Российской Федерации. Наши врачи проходят переподготовку РМАНКО по востребованным специальностям и также участвуют в выездных циклах на базе вуза и в онлайн-режиме. Крайне важным является сотрудничество в области госпитализации наших граждан в медучреждения Российской Федерации, как плановые, так и экстренные, в том числе и по линии обязательного медицинского страхования. При этом ежегодно отдельную категорию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, обеспечивают лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Во время проведения абхазских медицинских форумов в 23-24 годах врачи, работающие в ведущих клиниках Российской Федерации, совместно с нашими абхазскими медиками проводили бесплатные консультации и оперативное вмешательство наших граждан. Но это всего лишь малая часть наших дружеских взаимоотношений, которые позволяют в полной мере оказывать помощь жителям страны. Министра здравоохранения Абхазии принял глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Президент выразил слова благодарности Эдуарду Будба за участие в международной медицинской конференции и отметил, что здоровье нации и вся сфера здравоохранения в целом являются одним из самых важнейших направлений в любой стране. В свою очередь Эдуард Будба выразил благодарность за организацию конференции на высоком уровне, подчеркнув, что у Абхазии и Южной Осетии в сфере здравоохранения много совместных планов. Сотрудники госкомпании «Черноморэнерго» Александр Ливерко пострадал при расчистке высоковольтных линий электропередачи в ущелье реки Шицкуара. Как сообщает пресс-служба МЧС, его ушибло частью спиленного дерева. Пострадавшего на носилках вынесли из лесного массива к автотрассе и доставили в республиканскую больницу. По предварительной информации, у Ливерко имеются переломы в тазобедренной области. Тело уроженца города Реутова Московской области Игоря Халтурина обнаружено в селе Кындых. Как сообщает МЧС, его нашли в труднодоступной лесистой местности сотрудники пожарно-спасательной части города Чемчира. По факту обнаружения трупа ведутся следственные действия. По факту нападения на 2 граждан Абхазии ОВД по Сухумскому району проводит проверку. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть накануне вечера. Выездом оперативно-следственной группы установлено, что пострадавшими являются Дэвид Габеча и Лия Агарба. Министр внутренних дел Роберт Киут провел совещание, в ходе которого ему доложили о ходе следствия. Подробности в материале пресс-службы МВД. Киут провел совещание, в ходе которого ему доложили о ходе следствия по факту нападения на 2 граждан Республики Абхазия. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УВД по городу Сухум 15 сентября. Выездом оперативно-следственной группы было установлено, что пострадавшими являются жители Сухума Дэвид Габеча и Лия Агарба. О ходе расследования доложил начальник отдела внутренних дел по Сухумскому району Рустам Бжани. Вчера 20 дежурный час поступило сообщение с УВД города о том, что поступила информация, что граждане Республики Абхазия, общественные деятели Габеча и Агарба были избиты примерно в районе села Каман. И в настоящее время находится в офисном центре по улице Басария, 36.
Сразу наша группа выехала, я сам выезжал, прокурор выехал. На месте было очень много людей. Мы поговорили с гражданином Габечи, который предварительно так в беседе заявил, что находясь в районе села Камана, примерно в 18 часов 40 минут 15 числа со своим коллегой Агарбой Алией Аслановной на машине Toyota стоял у обочины дороги. Вдруг неожиданно к ним совершили нападение. Люди, то трое, то четверо, в масках. И сперва они применили, пока неизвестный, какой-то газ в салон, в открытый салоном они сидели там. И в итоге один начал избивать самого Габечия, а потом так получилось, что он отбился, завел машину, выехал, вот те отдельно поехали. И после этого мы сразу же, оперативная группа, предложили выехать на месте, показать, где это случилось. Но в тот вечер после этого официально давать заявление или показания отказались. Единственное, что знаем, обращались в глазную больницу, оказана помощь. Также в республиканской больнице было обращение позже. А на сегодняшний день следственная группа обращалась, выезжала по месту нахождения данного офиса. Где-то 13 часов 30 минут к нам уже обратилась гражданка Агарба. И следственным отделом назначена проверка и проведен допрос. В ходе уже допроса с ее слов они выехали на автомашине. Вот в то же время, получается, у нас 18 где-то 40, район Камана, но точно сказать место она не может. То есть, получается, у нас мы до сих пор не знаем точно Не место? знаем, опять же отказались показать. Вот это. Сейчас, в настоящее время, лица, которые заявили о том, что в отношениях была применена какая-то сила, насильствие какое-то было применено, они отказываются нам показывать место, получается, они отказываются заявление соответствующее писать. Заявление вот сейчас, что сегодня, когда устного заявления от гражданки Агарба принято. Да, сегодня. Гражданин Габечи на вопрос, где он, с ее слов, якобы он не намерен подавать заявление и дать показания. Пока мы намерены к нему съездить. Гражданин Габечи, по вашей информации, в настоящее время где находится? Были ли с вашей стороны попытки выхода на него? Для того, чтобы получить более, скажем так, развернутую информацию, которая могла бы помочь нам в ходе этого расследования. И вчера, и сегодня были попытки с ним связаться. Телефон, который нам дали, чем он пользуется, он отключен. Пока фактически, получается, данные лица не идут на сотрудничество. У нас, получается, Агарба Алия пришла с заявлением. Мы получили, скажем так, общего характера объяснения, без уточнения места происшествия и всего остального. По какой причине она не хочет показывать место происшествия? По причине того, что точно не может указать, не помнит. Место здесь знает. Не помнит. А тот, кто помнит, не хочет показывать. Так получается? Так получается. Ну, ясно. Да, ссылаются то, что у них шоковое состояние, там состояние здоровья не позволяет на сегодняшний день пока ориентироваться и дать на показания. Генерал-майор милиции Роберт Кьют поручил расследовать инцидент в кратчайшие сроки. Изыскать возможности найти Габечи и конкретно получить от него объяснение, почему он не хочет сотрудничать с органами внутренних дел. Нам необходимо полностью разобраться в этом деле. Это очень важно. Нам необходимо объективно подойти к расследованию, привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы выяснить, что там на самом деле было. Есть. В совещании также приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба, заместитель министра Элеонора Карагазян. Сухум и Луганск подписали соглашение о побратимстве. Подписание документа прошло в Луганске в минувшие выходные. Соглашение подписали временно исполняющие полномочия главы Луганска Яна Пащенко и глава администрации Сухума Беслан Эшба.
Абхазские и Приднестровские государственные университеты подписали обновленное соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в рамках встречи ректора АГУ Олега Гварамия с делегацией СПМР. Стороны обменялись мнениями, обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества и взаимодействия, перспективы реализации совместных проектов. 19 нарушителей задержаны сотрудниками ГАИ на дорогах республики. Продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и нетрезвых водителей. Подробности в материале пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Хубути Георгий Владимирович, 1989 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении без водительского удостоверения. Адлиба Димур Иванович, 1987 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Айба Иларион Рудольфович, 1987 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Казаченко Януш Владимирович, 1996 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Сагария Акан Витальевич, 1983 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Павленко Вячеслав Федорович, 1996 года рождения, житель Волгоградской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сайфиулина Чулпан Ниязовна, 2002 года рождения, жительница республики Мариэл, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Хетце Вахтанг Игоревич, 1981 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кокоскерия Павлик Сергеевич, 1961 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мадаян Роман Артурович, 1998 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Басария Батал Толикович, 1995 года рождения, житель Чемчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Зацба Астамур Динарикович, 1988 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Берзени Аслан Родикович, 1988 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чемерчев Константин Юрьевич, 1981 года рождения, житель Республики Татарстан, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Юмагулов Андрей Андреевич, 1992 года рождения, житель Саратовской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гущина Мария Анатольевна, 1987 года рождения, жительница Ивановской области, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Бахтадзе Арон Романович, 1979 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Закарая Звят Давидович, 1990 года рождения, житель Ткварчалского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Сабанчев Казбек Хамидбеевич, 1985 года рождения, житель Кабардино-Балкарской республики, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Фильм «Наура Гармеля. Последняя цена» получил сразу 3 премии на 33-м международном кинофестивале «Киношок». Фильм удостоен диплома кинопрессы фестиваля. Приз имени Княжинского на лучшую операторскую работу получил оператор фильма Дмитрий Знаменщиков, а приз за лучшую режиссуру – Наур Гармеля. Теперь в общем зачете у фильма «Последняя цена» 11 призов. Абхазские артисты Хибла Мукба и Ильда Кучуберия выступили на торжественной церемонии открытия международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу-2024», который проходит в столице Кабардино-Балкарии. Фестиваль приурочен к празднованию Дня государственности республики. Он знакомит с творчеством мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Перед зрителями выступили лучшие музыкальные и танцевальные ансамбли со всех регионов Северокавказского и Южного федеральных округов Абхазии и Южной Осетии. Заслуженная артистка Республики Абхазия и Южной Осетии Хибла Мукба.
А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 17 сентября, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды. Местами возможны кратковременные осадки, гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 22-27, температура морской воды плюс 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.